Все, друзья, я начал снимать на новую камеру. Купил CJ Cam, только другой модели, Legend CJ6. Вот, начинаю снимать, наконец-то. Теперь у меня будет азарт это делать. Вот, там уже видно ленточный бор. Вот уникальное природное место. Вообще он на Алтайском крае, очень длинный, он длиной 400 метров. Вот он доходит до Барнаула, до Оби. Очень здорово. Сейчас я в гостях. О, Настя. Первая съемка. Да. Вот сейчас. Такая маленькая штукенция. Да, вот сейчас в гостях Евгения Владимировна, в которой я в гости приезжал-то. Ну, я по телефону это уже объяснял, но ничего, еще на этот начнем. Сейчас как раз проверить звук нужно и как он снимает в сумерках. Эта камера вроде пока вообще доволен. Тут еще сенсорный экранчик. Вообще классно. Так что вот так. Будешь звездой. Все, доброе утро. Фух, сегодня холодно. Где-то 13 градусов всего, вообще резко похолодало. Сейчас поедем на телевидение. Сейчас собрались, проснулись. 9 утра, очень рано. Сейчас поедем. Велик не мой. Все, мы приехали к Игорьку. Сейчас поедем на репортаж уже. Ой, Игорек, привет. Игорек уже с утра тут на посту. Что, Настя, готова? Все, сейчас поедем. Телевидение, мы, правда, опоздали. Мы не знали, что автобусы ходят так долго. В пробки пока попали там. Вот у Игорька здесь прокат великов. Снаряжение вот есть все. Едем, едем, спешим. Вот, забрались с Настей наверх. На горочку. Есть Барнаул тут. Видим. Вон наши корреспонденты идут. Мы заехали так. Не, первый раз.
Ты была? Как вам виды? Вообще классно. Весь Барнаул видно. Ну да, вот это самый классный вид у нас в Барнауле. Знакомьтесь, Спасибо. вида нету. Выше нет, да? Да, лестницу построили совсем недавно, на глазах. Сам губернатор открывал ее. После этого здесь стало любимое место горожан. Здесь и на свадьбу приезжают. Конечно, конечно, классно. Гуляют вечером. Вот. А вот то, что внизу, вот это вот все, это наша была плотина. Вон там в кустах видно, это река Барнаул, которая дала название городу. На ней стояла плотина заводского пруда. Мгм. И вот вся история города началась отсюда, и город потом дальше стал расселяться. Там, где он высотки стоят, там раньше были поля под засев, ничего этого не было. А вообще, мощный импульс развитию Барнаула дала, конечно, война, потому что сюда были эвакуированы. Имя, фамилия, откуда ты? Я велопутешественник Никита Васильев из города Чебоксары. Чебоксары — это столица Чувашии. Приехал с большим трюком. Никит, ну грубо говоря, расскажи, как докатился до жизни такой, сколько лет уже, ну и сколько времени провел на велосипеде, стартовал. Какова самая главная миссия твоего путешествия? Ну, путешествую я сейчас в данном кочевье, как я его называю, Большой Восточный колонку свою. Вот. И много людей смотрит со всей России, с многих стран, и вот много изъявляет желание поддерживать. То есть мой видеоблог стал как работа, потому что это тоже затраченное время, это нужно снимать, монтировать все, вы сами знаете, как это тоже непросто. И вот, получается, люди благодарят. Ну, конечно, деньги небольшие, но на еду вполне хватает, и этого мне достаточно. И вот так приходится, ну, так и живу. Вот. А в других странах тоже люди достаточно гостеприимные. С языками у меня, конечно, например, там в Китае все равно проблематично, с языками у меня не очень хорошо. Но есть универсальный язык, это язык жестов. То есть все можно понять, если люди хотят, не нужно даже слов. Просто можно все показать, рассказать. Если люди видят, что ты с рюкзаками, значит, наверняка ты, ну, в дороге, ты хочешь, может, кушать, может, там, что-то отдохнуть, полежать. Ну, в общем, люди знают, понятно, во всем мире. Как, наверное, путешествовал? В больших городах. Вот, любовь вот так вот и привилась тоже одновременно. Хороший, экологически чистый транспорт. И у него большое будущее у этого транспорта вообще в городах и в мире. В России немножко, конечно, это попозже сейчас приходит, но люди своим вот делом, как раз велопутешественники, я заряжаем других людей. Много людей. Для меня самый главный показатель моего такого труда дорожного, да, можно сказать, это отзывы людей, когда мне пишут в интернете, пишут, что глядя на меня, кто-то просто приобрел велосипед, а кто-то не просто еще приобрел велосипед, а кто-то поехал куда-то путешествовать, у кого-то была мечта там во Вьетнам поехать прямо из России своим ходом. И вот это самый главный показатель для меня. Газет читает, там чувашский регулярно, там все нормально. Потом колесо сдал, все начали Ну, знают людей, да, за столько лет уже. Кто-то слышит, так нормально. А вот ты столько стран посетил, не захотелось ли где-то поселиться? Ну, пока так нет, ну, мне Вьетнам понравился. Как ходить? И по климату. Да? Видео. Ты что-то вообще понажимала там не то, короче. Ты зачем супер сделала? Опять вот ты как это, что ты нажимаешь? Все, ребята ушли, сняли репортаж, будем ждать их. Настя тоже, вон там полялякала. Сейчас поедем. Сейчас мы будем других еще ждать. Сейчас Я дала первое интервью телевидению. Да. Первое, с почином тебя. Сейчас за это можно По ту сторону оказалось. чайка Обычно выпить. я по эту сторону, теперь я по ту сторону. И вот я как раз здесь и оказался тоже. Сейчас второе интервью будем давать, потом через часика-полтора, и тоже где-то здесь. Ну а здесь больше, говорят, места нет,
И самое показательное лицо Барнаула здесь. Издалека, кстати, эти буквы видятся такими красивыми, белыми. А близко подходишь. Посмотри, был Вася. Да, тут всякие надписи, тут все шелушится. Здесь были Никита и Настя. Все, начинается веселье. Только заехали на гору, колеса спустили. Не спустили, они были спущенные просто. Она ехала, она спущена. Просто подкачать надо и все. Не высасывай из пальца. Я-то трогаю, мне нормально. И Никита сказал, что все спущено. Сейчас зашли, пока у нас время есть, зашли в кафешку чаю попить, согреться. А то сегодня... Это мы зашли в ресторан. Какая разница, кафе, ресторан? Опа, звоночек. Ну, с телевидения как раз. Да-да? Да-да. Да-да-да. Нет, все нормально. Вот мы сейчас уже на пристани. Мы возле на Ильич вокзале в этот кафешку, ресторан нашли. Вот этот чай попить, согреться немножко. Вот. Ой. Забыл. Я могу вам попозже заехать завести тогда. Да сегодня, сегодня же завезу тогда. Но она у меня на Молодежной просто. Греемся перед съемками. До чего жизнь кочевая доводит. Че, снимаешь? И это, неровно стойки. Надо хочется так. Все, поехали. Пониже руку опусти. Я Никита Васильев, велопутешественник из города Чебоксары, Республики Чувашия, столица. Вот. Расскажи, как все начиналось? Почему ты решила отправиться? Вот сейчас Вот я, второй день. как я сам назвал, большого Вторые съемки-то сегодня. Никита у нас звезда. получается, Журналисты уже порвали. Вот, начиналось все еще, наверное, года 4 назад. Уже замерз немножко на набережной. Потом начал уже Ну, мы тут на речном портале, не на набережной. первый раз я поехал 14 месяцев Северный Кавказ, Кавказские страны. Вернулся домой, получается, отдохнул лето и отправился уже в это путешествие. Вот. А как все начиналось? Это уже, наверное, глубокий вопрос, да, такой больше, наверное, философский. Сам я по образованию, правда, я не доучился, я географ, учился на учителя географии. Какая цель твоего путешествия? Ну, такой цели нет, какого-то лозунга, такого нет. То есть это ради познания, но еще дополнительно я как чуваш, я представляю чувашский народ, республику Чувашу, вот, потому что не все знают, где это находится, даже в самой России, не говоря уже за других, там, за границей, в других странах. Вот, поэтому езжу, рассказываю, представляю свой народ, вот, это дополнительная такая, а вот такого какого-то лозунга нет, ну, вот езжу с чувашским флагом, вот. Ради познания, знакомства с людьми. Расскажи о самом путешествии. Вот где ты успел побывать? Вот, сейчас у меня получается 21 месяц, практически 2 года. Это я называю как не путешествие, а кочевье. То есть у меня получается на зиму я уезжал в более южные страны. Первая зимовка у меня была в Средней Азии, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия.
Вот, или пустую подарил. По-любому оберегает. Ты к велосипеду ближе подойди. Поговори. Да. Слышно, да, хорошо? Да. Нормально? Все, поехали. Вот. Это вот мой велосипед. На самом деле ничего сложного, все обычный велосипед, только чуть-чуть модернизированный, вот, в отличие от других, которые ездят люди. Вот, естественно, с багажниками, передние, куда вешаются передние сумки, задним багажником. И колеса более такие дорожные, как называется, полуслик. Хорошо подходят как раз для асфальта, то есть меньше сила трения, естественно, лучше накат. И руль такой, руль называется бабочка, кто по-разному называет, то есть тоже множество хватов удобно в дороге, когда можно поменять руки, то есть такую позу и более удобно. А так, в целом, обычный велосипед на самом деле. Рама куплена в обычном магазине, который есть в каждом городе. Насос, инструменты, что может пригодиться в дороге, естественно, без него никуда, без насоса, без газных ключей. А так, конечно, как и за любой техникой нужен уход, нужно вовремя менять расходные части, чтобы потом не было проблем в дороге, потому что находить их можно только в большом городе, поэтому надо вкладывать душу, и велосипед тебе будет также давать также взаимностью хорошую Маша. Подержи его еще. Настя, капец, ей пока тяжело. Вот оно, реалити-шоу начинается. Подготовка Насти к дороге. Физически она пока вообще ей очень тяжело будет. Это она налегке в легкую горочку едет, не может. Вот, сейчас еду к ним в редакцию, в этот, на телевидение, К24, Катунь 24. Мне надо жесткий диск ему. Жесткий диск везу передать это видео мои Шулшуревчи серии. Для того, чтобы вставить в этот. Вставить в репортаж. По дебрям сейчас барнаульским еду. Ага. О. Другую? А, да, точно. Сначала, потом тут проходили. А, это человек приехал. Ну, что? Все выписывают группу. Что за пропуск? Ну хорошо, давайте редактор запишет. Вот вы принесите просто, потом пройдет. Вот такой вот пропуск. Гаджет вообще как это. На границе проще даже проходить. Сейчас так сделаем. Я прошу. Я хранить обычно пускаю. Да ничего. Да нормально. Так, можно же? Не знаю даже. Это может конкурент, да, какой? Садись. Ну, сейчас копируем нефтяшки.
Самое главное. Вот это толстый, да? Ага. А, все, правильно. Все. А вы бежите, беги, пробежали уже. Все, хорошо. В этом году Барнаул принимает 6-й чемпионат подряд. С каждым годом география ставок расширяется. Придут в столицу с большим удовольствием едут спортсмены, ветераны со всей России. В этом году помимо Новосибирска, Тюмени, Казани, Красноярска, впервые представители Санкт-Петербурга, Ульяновска и Екатеринбурга. Соревнования биатлонисты выступят в 4 возрастных группах. У нас тут экскурсия по Барнаулу. Мы случайно не в том направлении поехали. Зашли в Ашан, зашли в один вход, вышли через другой, но мы это только сейчас в автобусе поняли. И, короче, едем не в том направлении. Вот что значит недосып. Ладно, ничего, поедем до конечки. Это у нас экскурсия. Следующая остановка – пивзавод. С колесами. Что, пацан,